Лейтмотивом этого дня стали слова «доступность». Это не только пандус, это возможность получить знания и профессию, реализовать себя. С приветственным словом к собравшимся обращается министр образования и науки республики. Право на качественное образование, на раскрытие своих талантов и способностей является неотъемлемым для каждого ребенка, для каждого человека, независимо от особенностей здоровья. Наша общая цель – это создание по-настоящему инклюзивной образовательной среды. Такой среды, где ценность каждого ученика не подвергается сомнению, где доступность перестает быть лозунгом, а становится ежедневной практикой. Работа начинается сразу. Первый доклад посвящен возможностям, которые сегодня создает для студентов с ограниченными возможностями здоровья Ингушский государственный университет. Таких здесь на данный момент более 300. По словам докладчика, все корпуса оснащены пандусами и расширенными дверными проемами. Созданы специализированные санитарные узлы. Коридоры позволяют комфортно передвигаться на колясках. В общих группах заявление о переводе на адаптированные образовательные программы к нам не поступало, однако ВУЗ располагает всеми условиями и предлагает перевод на адаптированные программы, о чем все студенты проинформированы. В прошлом году введены новые специальности. Это дефектология, это специальная психология, это педагогика инклюзивного и интегрированного образования. Но получение образования – это только первый шаг. Второй, не менее важный – трудоустройство. Значимый опыт в этом направлении накоплен в Республиканском центре дистанционного образования. Это единственное подобное заведение в Ингушетии, и его выпускники уже доказывают, ограничения по здоровью не приговор для карьеры. С помощью игр, семинаров и тренингов мы пробуждаем у подростков интерес к осознанному выбору профессии и вырабатываем индивидуальную стратегию достижения профессионального успеха. Особое внимание на конференции уделяют самой уязвимой категории – детям с интеллектуальными нарушениями. Им требуется особый непрерывный подход. В республике их более 1300 школьного возраста, а общее число детей-инвалидов превышает 15 тысяч. Что делает эту конференцию по-настоящему особенной? Здесь не говорят о людях с ограниченными возможностями, говорят они сами. Это полноценные творцы события, выступают с докладами со сцены, берут интервью и работают в съемочной группе. Это и есть настоящая инклюзия, когда барьеры стираются не только на пандусах, но и в профессиональной среде. Благодаря руководству нашего университета этот клуб работает. Мы успешно провели довольно-таки большие мероприятия. Это и торжественное открытие интернационального клуба, и фестиваль осенних праздников. Как мы видим, работа по созданию инклюзивной среды в Ингушетии ведется системно, и такие конференции – важный шаг к тому, чтобы слова «образование для всех» стали реальностью. Хадиджа Ивлоева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.